января следующего года республика вступает в пилотный проект по прямым выплатам социальных пособий. Это главная тема на повестке пресс-конференции. О значимости реализации этого проекта на территории региона журналистам рассказала исполняющая обязанности управляющего фондом социального страхования региона. Я хотела бы даже поздравить наших страхователей, застрахованных лиц с этим событием, потому что действительно оно знаковое событие, оно значительно облегчит работу страхователей и улучшит социальное положение застрахованных граждан. Новая программа подразумевает выплату социальных пособий самим фондом. Главная цель пилотного проекта – улучшение положения застрахованных лиц и страхователей с назначением и получением пособий, независимо от финансового положения работодателя. При прямых выплатах работодатель сможет посредством просто подать реестры электронные или там сведения, соответствующие сведения в зависимости от численности страхователей, да, напрямую застрахованное лицо путем перечисления денежных средств из самих средств фонда социального страхования на банковские счета или в почтовое отделение по желанию застрахованного лица будут получать свои выплаты. С января следующего года на прямые выплаты переходят все застрахованные лица в регионе. Выплата пособий будет производиться по временной нетрудоспособности, заболеваниям, беременности, родам и по уходу за ребенком. После получения от застрахованного лица необходимых документов страхователь направляет их в территориальный орган. Важно сделать это не позднее 5 календарных дней со дня получения извещения. Если работодатель представил неверные сведения или представил неполные сведения, то данному работодателю работниками фонда в течение 5 календарных дней направляется извещение о том, что работодатель должен дополнить недостающие сведения. Опять-таки, в течение 5 календарных дней работодатель опять дополняет свой реестр, и в течение 10 календарных дней Фонд социального страхования, то есть в данном случае региональное отделение по Республике Ингушетия, направит соответствующее пособие застрахованному лицу. Главный плюс нововведения – оплата должна проводиться в четко установленные сроки. Нарушение сроков влечет за себя административную ответственность. Предусмотрены штрафы работодателю, и непосредственно будут руководители штрафоваться и уполномоченные лица от 300 до 500 рублей за каждую задержку, за каждого документа. А также полная конфиденциальность данных застрахованного лица. Важно отметить, что вся информация будет отправляться через защищенный шлюз в Фонд Российской Федерации. Информация будет конфиденциальная. Вопросы, возникающие с пособием о назначении, начислении, будут разъясняться только непосредственно застрахованному лицу. Никаким родственникам, ни бухгалтерам, ни работодателям. Это очень важно. Конфиденциальность будет сохраняться. Журналистам объясняют, переход на новую систему социальных выплат требует большой предварительной работы. В первую очередь, подготовку и обучение сотрудников. За регионами, входящими в пилотный проект, закреплены кураторы, региональные отделения. Группа ингушских специалистов прошла обучение в Ростове-на-Дону. Наравне с республикой с 1 января в пилотный проект вступает еще 11 субъектов в первом полугодии и 10 во втором. Проект будет реализован на всей территории страны. Как отметили на встрече, успешный старт проекта зависит, с одной стороны, от профессионального подхода страхователей, и с другой от своевременной информированности работников о необходимости предоставления точной информации о месте регистрации и фактическом местожительстве. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24.